Ну, в среднем на 1000, на 2 у вас повышается. Да. Но у меня почти 1,5. В платежках за январь цифры в 2 раза больше, чем в декабре. А все из-за самой дорогой строчки – вывоз жидких бытовых отходов. Раньше ее заменяла канализация. Наши все дома, 9 домов, подключены к центральной канализации. И управляющая компания ООО «Коммунальные услуги», она знала об этом. И с 2013 года по 2018 год ничего не предпринимала. Уже с 2013 года жидкие отходы всех 9 домов попросту сливали на поля. Оттого и цены в платежках, вспоминают жители, не росли. Неподалеку от этого живописного места и находятся те самые поля фильтрации, куда с момента, как сломались очистные, и свозилась вся грязная вода. Теперь этого делать нельзя. Место под особой охраной. Земля заповедная. Решением суда сливать сюда запретили. Тогда жителям и предложили вывозить жидкие отходы в специальных машинах. Выросли и цены. Точно такая же ситуация в Ключах. Но они берут 5 рублей, а с нас берут 26,70. То есть они не высказывали недовольство тем, что у них выросли тарифы? Ну, как они говорят, что для них это высокий тариф. 900 тысяч, 1500 рублей только за вывоз грязной воды. Вот как такие разные цифры объяснили в управляющей компании. В данный тариф входят такие расходы, как заработная плата, затраты ГСМ, страховка и талоны на сдачу жидких бытовых отходов на очистные сооружения города Зеленодольска на водоканал. Только некоторые частные дома, подключенные к этой же сети, пока не платят вовсе. Если жителям многоквартирных домов пришли платежки на 1000, то им по нулям. С частным сектором, согласно их заявок, была проведена работа по составлению индивидуальных договоров на вывоз жидких бытовых отходов. А почему в январе им ничего не пришло? Потому что заявки от них пришли позже. Вот сейчас соберем документы, подаем на главу сельского поселения. То, что незаконно, да, в ближайшие дни. И на это ЖКХ. На данном этапе идет сбор документов, подготовка иска в суд. Комментарии по данному вопросу пока давать рано. После суда мы готовы дать развернутое интервью с пояснением нарушений законодательства в отношении граждан поселка. Идти в суд они намерены в ближайшее время. Жители надеются, решение поможет снизить цены. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Зеленодольский район. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.